Доброе утро, дорогая республика! Наступила долгожданная пятница. На телеканалах Якутия-24 НВК Саха вы смотрите «Утро Якутии». Сегодня вновь это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Люди в погонах не только защищают и оберегают наш с вами покой. Среди них есть немало талантов. И их под свое крыло собирает ансамбль ветеранов МВД «Созвездие», которые сегодня побывают на нашем эфире. Также сегодня мы узнаем секрет дружной и большой семьи, победителей многочисленных конкурсов. Это семья Егоровых из Нюрбинского района. Сегодня обязательно мы узнаем, как быть всегда красивыми и свежими. Это у нас будет рубрика косметолога. Ну и сегодня нас ждет уникальное прямое включение из цирка Республики Саха-Якутия. Самое интересное, самое актуальное прямо здесь и сейчас. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И мы начинаем. Начинаем, как всегда, мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1, +1. В заречной группе районов от -9 до -1. В Вилюйской группе улусов +2, +5. В Нижнеленских -7, +2. В западных районах 3-4 градуса тепла. В Колымандигирской группе улусов -29, -13. В Янских районах 25-8 градусов со знаком минус. На северо-западе 10-4 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +2 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Сегодня ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет до +2, +4 градусов. В Москву или Санкт-Петербург жители Якутии смогут улететь всего за 9200 рублей. Авиакомпания «Якутия» стартовала продажу субсидированных билетов. Подробнее об этом расскажет наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро, коллеги. Продолжает наш эфир блок новостей. Авиакомпания «Якутия» начала реализовывать субсидированные билеты в центральные города России. Перелеты Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург без учета комиссии стоят 9200 рублей. Это стало возможным благодаря упорной работе властей республики с федеральным центром. Региональный перевозчик начал реализацию долгожданных субсидированных авиабилетов. Они доступны только для жителей с дальневосточной пропиской. Всего авиакомпания «Якутия» должна реализовать по этой программе 7000 билетов. Дополнительно, что хотелось бы отметить, что период полетов, к сожалению, пока ограниченный до конца ноября. Это связано с тем, что основное действие постановления, оно действует с марта по конец ноября. Вот. Дальнейшее там на декабрь это опять-таки рассматривается в правительстве Российской Федерации. Могу сказать, что находится, скажем так, на контроле. Ну, надеемся, что тоже решится по поводу декабрьских полетов и на 2022 год. Поэтому авиакомпания «Якутия», вот, являясь социально значимой авиакомпанией в республике, да, и социально ориентированной, подала заявку, нам ее подтвердили, и с сегодняшнего дня мы открыли эту продажу. Между тем, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики объяснили, почему авиакомпания «Аэрофлот» не получила субсидию на перевозки пассажиров в регионе. Это в первую очередь связано с тем, что в 2019 году перевозчик прервал полеты в столицу Якутии в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Одним из условий и требований правил предоставления субсидий является, соответственно, соответствующий объем перевозок пассажиров из определенного аэропорта. И Аэрофлот не подавал заявку на аэропорт Якутска, а подал заявку там, где он традиционно в последнее время летал. Это Хабаровск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск. И, возможно, они подадутся в последующие периоды.
В Якутске на светофорах перекрестка улиц Чайковского и Каландарашвили установили новые дополнительные секции с белолунным сигналом. Они предупреждают водителей о том, что нужно уступить дорогу пешеходам при выполнении поворота. Это нововведение является требованием нового ГОСТа для перекрестков, на которых автомобильный поток пересекается с потоком людей, переходящих проезжую часть. Планируется, что в текущем году такие дополнительные секции появятся на ряде перекрестков с самым высоким показателем по аварийности. А до конца следующего года белолунным светом снабдят все перекрестки города. У нас все светофорные объекты как раз работают именно одновременно и для пешеходов, и для транспорта. Но данные сигналы светофора дополнительные, они предупреждают именно предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые наезды на пешеходов на светофорных объектах, где установлены на перекрестках у нас. По решению районного оперштаба школьники Мирнинского района ушли на каникулы. Накануне они с 1 ноября, как планировалось изначально. То есть за парты, предположительно, они вернутся 7 ноября. На фоне растущего количества заболевших ковид власти района рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Однако сидеть дома не придется воспитанникам детских садов. Это вынужденная мера, связанная с ростом заболеваний, поэтому Мирнинское районное управление образования рекомендует родителям, чтобы контролировали детей, чтобы дети меньше находились в местах массового скопления людей, в магазинах, побольше сидели дома. Спасибо большое, Сергей. А мы, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нам. Для этого вы можете отправить свое СМС-сообщение на номер телефона, который вы видите прямо сейчас на экране. Вы можете поделиться радостной новостью, возможно, поздравить, либо передать привет своим близким. Все очень просто, главное, нужно успеть. Потому что зачастую бывает такое, что наши уважаемые телезрители начинают отправлять сообщения под конец эфира, и, к сожалению, мы не успеваем просто физически их зачитать. Поэтому лучше это сделать побыстрее, просыпаемся, берем свои гаджеты и отправляем добрые, позитивные сообщения. Также напоминаем, что у нас есть активная инстаграм-страничка. Туда можно отправлять свои сообщения не только в течение эфира, но в течение всего рабочего дня. Отправляйте свои видео, возможно, вопросы, либо, может быть, кто-то из ваших родственников, либо друзей хочет стать участниками нашей программы. Мы обязательно рассмотрим ваши заявки. Ну а мы движемся далее. Копировальная машина – вещь практически незаменимая в каждом офисе. Мне кажется, каждый человек хотя бы раз в жизни делал ту самую ксерокопию. Но мало кто знает, что впервые попытки сделать ксерокопию были сделаны еще 83 года назад. Тогда, 21 октября 1938 года, изобретатель Честер Карлсон сделал первую в мире ксерокопию. Об этом и других знаменательных событиях мы расскажем далее. На календаре 22 октября. Сегодня отмечается Международный день заикающихся людей. День финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации. Яков Дровопилец по народному календарю. В этот день отмечается память Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов, брата апостола Матфея. В этот день, в 1702 году, русские войска взяли шведскую крепость Нотебург. В 1883 году в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера. Один из крупнейших театров мира открылся представлением оперы Шарля Гуно «Фауст». В 1938 году изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. Первая в истории ксерокопия была получена на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись на слой серы. В 1962 году начало Карибского кризиса, противостояние между СССР и США. Карибский кризис – исторический термин, определяющий период напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 года после размещения Советским Союзом на Кубе воинских частей и вооружения, включая ядерные ракеты. В 1990 году городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород. В этот день родились Ференс Лист, венгерский музыкант и композитор, Сара Бернар, французская актриса, Иван Бунин, русский писатель, переводчик, нобелевский лауреат,
Жорж Брассенс, французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен. Николай Доризо, советский и российский поэт, писатель и публицист. Спартак Мишулин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион. Катрин Денев, французская актриса, звезда мирового кинематографа. Роберто Лоретти, итальянский певец и актер. Именины в этот день отмечают Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков. Концерты ансамбля ветеранов МВД «Созвездие» всегда проходят при полном аншлаге. На выступления приходят не только коллеги и сослуживцы, бравые ветераны в форме и погонах. Они уже давным-давно, в принципе, покорили сердца и глаза многих якутян. Вот уже 5 лет существует этот замечательный коллектив. И сегодня об истории его возникновения и дальнейших планах мы поговорим с художественным руководителем вокально-танцевального ансамбля ветеранов МВД «Созвездие», отличником культуры Республики Саха-Якутия, полковником внутренней службы в отставке, председателем ветеранов межмуниципального управления МВД России Якутская Галиной Баишевой. Галина Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Ну, позвольте поздравить вас с таким небольшим, но все-таки юбилеем. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще пришла идея создать подобный коллектив? Ведь, наверное, поющих-то у вас много, но надо было их как-то же организовать и создать такой замечательный коллектив. Спасибо большое за поздравления, во-первых, да. А как все это начиналось? Это начиналось в 2015 году, когда мы были еще совсем молодыми пенсионерами. И вот сидеть без дела дома было, конечно, очень непривычно. И я хотела заняться чем-либо, да, делом, чтобы у меня там душа лежала. И вот однажды звонок. Мне звонит, значит, друг, коллега Максим Кимович Амосов. Он мне предлагает собраться, значит, и создать какой-нибудь, ну, не ансамбль, а группу. Петь, заниматься пением, а если это получится, то и танцами. Вот так. Ну, я согласилась. Вот так вот, значит, группа людей, пенсионеров МВД, мы собрались, и нас объединяло одно, то, что до службы в органах внутренних дел мы все были работниками культуры. То есть у нас было образование, специалисты. И так к нам пришел, значит, хормейстер Максим Амосов, хореограф Маргарита Самсонова, артист театра, Государственного театра танца Владимир Захаров. Ну вот так, такая маленькая группа собралась, мы начали петь. Ну а сколько примерно человек сейчас у нас в «Созвездии»? Сегодня у нас в ансамбле всего 30 человек. У нас 3 группы. Первая группа – это вокальная группа, есть танцевальная группа, про которую очень многие знают. И третья группа мы совсем недавно набрали. Это фольклорная группа, и руководит группой Татьяна Семеновна Алексеева, майор полиции в отставке. Вот так. Вот мы сейчас видим уникальные архивные кадры вашего замечательного коллектива. Но есть такой вопрос. Наверное, как и в любой другой ансамбль, у вас существуют кастинги. Или вы берете всех, просто у кого есть желание? Да, ну, у нас с самого начала мы делали набор. Просто набирали всех желающих. А там наши специалисты по ходу занятий, они отбирали. То есть в основную группу, танцевальную группу, допустим, да, или вокальную группу, и есть группа начинающих. Вот, наверное, вы помните все цитату из фильма «В бой идут одни старики». Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне, да? Мне кажется, это вот к вам относится прям напрямую, потому что все-таки вы ведете тот незримый бой, да, в течение своего, да, рабочего будни, да? Согласны с этим или нет? Ну, в какой-то степени я согласна, да. Мы много лет вели действительно бой, да, с незримым, ну, значит, с несправедливостью, Да. с безнаказанностью, с преступлением, да. А после боя, значит, на пенсии у нас уже душа, сердце просит Хочется музыки вдвойне. Да. И хочется еще ответить на этот вопрос, да, цитата из того же кинофильма «В бой идут старики». Война – это приходящее, все это приходящее, а музыка, она вечна. Вечно. Галина Константиновна, а подскажите, пожалуйста, у вас в коллективе только ветераны МВД или есть действующие сотрудники? У нас, значит,
только пенсионеры, есть, значит, госслужащие, которые работают в Министерстве внутренних дел, и специалисты, то есть без погонов люди, Без но погон. работают в органах внутренних дел. Ну, давайте поговорим немножечко про репертуар. Всех, наверное, интересует. Все-таки это более такие все серьезные, патриотические песни, да, военные. Или, может быть, даже и попсовые песни-то вы исполняете? Да, нет. Ну, у нас название ансамбля говорит, Созвездие. это ансамбль ветеранов МВД, да? То есть мы военные люди, поэтому в первую очередь у нас репертуар из военно-патриотических песен. То есть тематика такая. Есть и лирические песни. Допустим, есть у нас песня Соловьева-Седова, «Подмосковные вечера», Пахмутовой песня о тревожной молодости и другие. Ну и тогда логичный вопрос, когда нам ждать следующего такого выступления? Ведь все-таки пандемийные ограничения у нас сейчас, да, очень жесткие, но пятилетний-то юбилей хотим увидеть, отметить вместе. Да. И вот когда все-таки у нас намечается то самое выступление «Созвездия»? Так, у нас юбилейный концерт намечается, но тем не менее, если это позволит эпидемиологическая ситуация в городе, мы запланировали 13 ноября в гостиной Дома дружбы народов имени Кулаковского. 13 ноября. 13-го. То есть пока мы... А во сколько? В 4 часа и, значит, в 16:00. гостиной. Да. Ага. Все хорошо. То есть мы приглашаем, дорогие телезрители, вас посетить такой юбилейный вечер ансамбля «Созвездие», потому что действительно будет на что посмотреть, будет что послушать, да? Пользуясь случаем, может, передадите привет Да, своим коллегам, да, и поздравите с замечательной датой. Да, я, значит, всех своих коллег, всех своих друзей с ансамбля поздравляю с нашим маленьким, но очень значительным таким юбилеем, пятилетним юбилеем. Желаю успехов нам, да, и еще творческих достижений. Всем здоровья! Спасибо большое, Галина Константиновна. Ну а у меня к вам такой небольшой вопрос. Как вы завтракаете? Плотно, либо легко, либо как получится? Вот видите, по мне видно, да? То есть плотненько, да? Завтра плотненько. Плотненько. Не зря спросила, потому что в нашей программе есть еженедельная рубрика про завтраки, где известные шеф-повара республики учат нас готовить полезный, вкусный и сытный завтрак. Давайте посмотрим на экран. Доброе утро, меня зовут Сидоров Иннокентий, и я шеф-повар ресторана «Чурманан». Будем готовить традиционный якутский завтрак. Для этого возьмем свежие сливки, 250 грамм, и будем их потихонечку взбивать тыком. Для получения именно нужной консистенции можно будет потом проверить. Только для этого понадобится время. Для кёрчиха нужны именно холодные сливки. Если взять комнатной температуры, они не будут взбиваться. Важно это запомнить. Главное не перебить их в масло. Также, это традиционный способ взбивания. Пользуемся тыком. А для домашней, просто для домохозяйки уже можно использовать блендер. Так быстрее и время экономичнее. Но если есть, например, дети, внуки, то вся фишка именно то, что можно будет потом дать тык, облизать ребеночку. Так, вот все мы взбили. И также можно заметить то, что все. Крем не падает. Спокойненько все. И если уже дальше взбивать, то мы перебьем его в масло. Для кёрчиха специально взяли брусничное варенье, которое заготовили этой осенью. Подаем кёрчих с вареньем и приятного аппетита. Такой традиционный якутский завтрак.
Спасибо большое. И благодарим Иннокентия Сивцева, шеф-повара ресторана «Чучур-Муран». Движемся далее. Вот уже 6-й раз проводится всероссийский конкурс «Семья года». На федеральном уровне за 6 лет в конкурсе приняли участие около 2000 социально активных семей. В этом году нашу республику представили 5 семей, среди которых многодетная семья Сергея и Дины Егоровых из Нюрбинского района. Они стали победителями в номинации «Многодетная семья». О них расскажут наши нюрбинские коллеги. Молодая многодетная семья Егоровых проживает на территории Нюрбинского района в Октябрьском наследии более 10 лет. В этой большой и дружной семье растут 5 детей. 11-летняя Кюнней Исаяна, 6-летний Саян, 4-летняя Кюнчана и 3-летняя Керячана. Я работаю учительницей начальных классов в селе Антоновке, в школе Николая Николаевича Чусовского. Я сам занимаюсь ковкой, холодной ковкой для себя. Мы каждые праздники, праздничные дни отмечаем и готовим, одеваемся по теме праздника. И этим учим наших детей. Мы разводим кроликов и куриц. Дети там кормят каждый день. Обязанность есть им кормить. Каждое утро это. Всей семьей любим отдыхать на природу, играть, снимать разные видеоролики. Кюнней и Саяна с 3 лет любят петь. С малых лет активно принимают участие в различных конкурсах, занимают призовые места. Главным постановщиком, костюмером и режиссером является, конечно же, молодая и талантливая мамочка. Активно участвуем в различных конкурсах семьи. Мы первый раз участвовали в нашем селе в конкурсе семьи. И там заняли 1 место. Потом участвовали в Улусном конкурсе. И там тоже заняли 1 место. Потом участвовали в республиканском конкурсе. В номинации «Многодетная семья» приняли участие и заняли тоже 1 место. Потом вот в всероссийском конкурсе «Семья года» 2021 года в номинации тоже «Многодетная семья» заняли 1 место. Главное показать себя детям, примером стать. Это самое главное, чтобы дети об отце знали. Ну, самое главное. Ну, чтобы вместе быть рядом с детьми. Главное, чтобы время уделять детям. В семье главное уважение друг к другу, любовь друг к другу, понимание, дружба. Всегда все вопросы решаем вместе. Всегда с детьми работаем вместе, все время вместе. Какая замечательная семья Егоровых из Нюрбинского района. Мы передаем вам пламенный привет. Бьюти-индустрия развивается не только в столице. Очищение кожи лица – это важный этап ежедневной бьюти-рутины, который поможет решить вообще кругозор и решить массу проблем как у мужчин, так и у женщин. Наш косметолог Татьяна Матвеева расскажет, что такое глубокое очищение и почему умывание водой недостаточно. Доброе утро, дорогие телезрители. Меня зовут Татьяна, я являюсь косметологом-эстетистом без инъекционной косметологии. И сегодня я бы хотела с вами поделиться секретами ухода за кожей лица в домашних условиях. Итак, мы приступаем к нашему глубокому очищению лица. Всегда мы начинаем с первого этапа очищения, это умывание. Мы смачиваем влажные салфеточки, либо же вы можете использовать обычную проточную воду, если эта процедура у нас на дому. Мы это все хорошенечко
увлажнили. А теперь наносим пенку, ту, которой вы привыкли пользоваться дома. Это может быть также гель, либо это может быть какой-то мусс. Итак, начинаем мы с подбородочка. Круговыми движениями мы переходим на щечки. Также от серединки лба мы движемся к височной части. Потом можно уйти уже именно к носику. Носик мы моем снизу вверх. Важно, чтобы в состав ваших косметических средств входило более натуральные компоненты. Шунгитовая водичка, экстракты, березы, гнезда ласточки. Также может быть это ромашка, календула. Теперь переходим ко второму этапу. Это у нас тонизация кожи. Как я уже говорила, что тонизируем после каждого контакта с водой, потому что наша кожа нуждается в постоянном увлажнении. Дальше мы приступаем к третьему этапу, этап эксфолиации. Я же буду наносить йогуртовый эксфолиатор, но в домашних условиях вы можете использовать мягкий скраб, гамаш, либо же скатку. От серединки лба к вискам, от подбородка к околоушным лимфатическим узлам. Мы сняли эксфолиатор с нашей кожи, теперь мы должны опять ее тонизировать. Дальше мы приступаем к этапу сыворотки. Пока кожа у нас открытая и более воспринимает все компоненты лучше, мы нанесем сначала сыворотку, а на сыворотку мы уже нанесем маску. Маски у нас могут быть тканевые, гидрогелевые, смываемые и несмываемые. Любую маску мы также начинаем наносить со лба. И всегда все наши движения должны быть именно вверх. Оставляем нашу маску на 10-15 минут, далее мы ее смываем. Итак, прошло 15 минут, мы смыли маску, и теперь заново у нас идет процесс тонизации. После мы нанесем еще раз сыворотку и закрепим это все дневным кремом. Дневные крема с SPF мы используем круглогодично. Что зимой, что летом они нам для кожи очень полезны. Зимой мы выбираем SPF от 15 до 30, а уже в весенне-летний период мы берем SPF крема от 30 до плюс 50. Рада была вам помочь своими советами. Всегда оставайтесь такими же красивыми и ухоженными. Спасибо большое, Татьяна. Мы движемся далее. Продолжаем опять тему красоты. Благодаря социальным контрактам свое призвание в индустрии красоты нашли и жительницы Тампонского района. Социальный контракт как помощь для открытия своего дела. С начала года в Тампонском районе по социальному контракту получили поддержку 130 жителей, которые нашли применение средствам в различных отраслях деятельности. Легкими, но уверенными движениями мастер Анастасия, она же хозяйка салона ногтевого сервиса, обновляет образ. Молодая мама несколько лет работала в банковской сфере, но после декретного отпуска решила попробовать работать на себя. Благодаря соцконтракту Анастасия смогла приобрести необходимое оборудование и начать свое дело. Благо клиентскую базу она наработала, когда еще трудилась на дому. Здесь мой основной заработок, моя основная работа здесь. И мне нравится, я люблю маникюр, я люблю руки, ногти. Я вообще кайфую от своей работы. Ну, в день у меня также по 3, по 4 клиента. Вот. Если устаю, допустим, то могу записать там 2 и все, и отдыхать, идти спокойно. Год назад свой салон красоты открыла и Анастасия Никифорова. Еще недавно, стоя за прилавком магазина, она даже не думала, что скоро станет востребованной в сфере бьюти-индустрии. Сегодня за процедурами ухода за лицом и телом к ней спешат клиенты со всех уголков района. Женщин, любящих уход, конечно, много. Приезжают из Жибариков, у нас есть клиентки, с Теплого Ключа, с Кискила, в общем-то, с Сайдов даже молодежь. Но вообще средний возраст, конечно, вот после 30 женщины вот любят на себя что-нибудь помазать. Ну, вообще, как бы ухаживают, конечно, за собой. Ну, молодежь, не знаю, молодежь еще, наверное, финансовая сторона. Основные условия социального контракта – среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать величину прожиточного минимума. Также заявитель и члены его семьи не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо юрлица на момент обращения и в течение года на момент обращения.
Получателями данной государственной социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане. Размер оказываемой социальной помощи до 250 тысяч рублей. На оплату обучения до 30 тысяч рублей. Срок контракта не более 12 месяцев. В Тампонском районе с начала года выделено 130 квот из федерального и республиканского бюджетов, которые на местах помогают людям с небольшим доходом выйти на качественно лучший уровень жизни. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Ну а теперь мы перемещаемся в Ленский район. Молодые педагоги до 35 лет могут получить 1 миллион рублей, если приедут работать в Ленский район. О том, как будет реализована эта программа, узнаем у Сергея Михедова. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. 1 миллион рублей планируют выплачивать приезжим педагогам в Ленском районе. Многие годы поддержку от районной администрации в 150 тысяч рублей получали учителя, медики, работники культуры и спорта любого возраста. Теперь все средства программы решено направить на поддержку молодых педагогов до 35 лет. На сегодня каждый специалист, получивший поддержку от района, должен отработать на его территории не 1, а 3 года. Вопрос выплаты в 1 миллион рублей приезжим педагогам, а также коренным ленчанам, закончившим высшие учебные заведения и вернувшимся в родной город, будет решен до конца текущего года. В Алдане продолжается отборочный этап чемпионата WorldSkills Россия. В компетенции техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Знаниями и навыками мерятся 5 участников. 3 – студенты Алданского политехникума и 2 – сотрудников промышленных предприятий. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. Соперникам предстоит выполнить задания по 2 модулям. Разобраться с механической частью двигателя и провести диагностику его систем. Победители отборочного тура представят Алдан на региональном чемпионате, на региональном этапе чемпионата WorldSkills Россия, а самого перспективного специалиста предстоит определить экспертной комиссии, состоящей из преподавателей и специалистов-практиков. Степень сложности у нас с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В принципе, все участники пока справляются с заданиями, показывают довольно-таки неплохие результаты, как наши студенты, так и участники своего предприятия. Честь представить район на региональной арене в компетенции сварочные технологии представится одному из 3 студентов политехникума, тому, который выполнит задание наиболее профессионально. Сейчас ребята подготавливают детали, с которыми предстоит работать. В вытачивании небрежность неприемлема, требуется определенная сноровка. Конкурсное задание включает 1 модуль, охватывающий разные виды сварки, ручную, полуавтоматическую и аргонную. Выполнять задания участники будут в течение 3 дней. Мастерство и профессионализм будущих сварщиков оценивают эксперты, преподаватели техникума и специалисты предприятий района. А в результате должны получиться вот такие модули. Смотрел те задания прошлых лет, то есть думаю, что ребята с прошлых годов они справились, и в этом году тоже ребята справятся. Не считаю, что сложно, но для их возраста, конечно, нужно будет маленько приложить ума, подумать, как это сделать правильно и поточнее. Я уже не первый год участвую в соревнованиях, в Красноярске участвовал в соревнованиях. Даже у меня был опыт во всероссийских соревнованиях, в Москве участвовал. Как бы это полезно, то есть люди между собой общаются, то есть обмениваются опытом. Суда на воздушных подушках будут курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях до открытия первого автозимника. Так, первый зимник откроют ориентировочно в начале декабря по маршруту Хатас-Павловск. По ледовой дороге смогут ездить автомобили с общей массой до 3 тонн. Что касается паромной переправы Якутск-Нижний Бестях, то ее работа продлится до 22 числа. Далее, исходя из погодных условий, движение паромов могут завершить или же продлить еще на несколько дней. Далее мы планируем продолжить паромные перевозки на маршруте Жатай-Техтюр с сопровождением ледокола. Сейчас занимаемся обустройством подъездных путей, расчетом и, соответственно, подготовкой к обустройству подъездных путей к селу Техтюр Мегино-Кангаласского улуса, чтобы там достаточно большая вода, и нам нужно перейти там протоки, соответственно. Сейчас
изучаем, как это сделать. К этому часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо большое, Сергей. Ну а наш утренний эфир продолжается. Еженедельно мы проводим прямые включения с различных локаций в нашей столице. У нас бывают, знаете, и больницы, и бывают у нас, значит, различные социальные объекты, типа кинотеатра, кафе, возможно, какие-то, значит, производства. Но сегодня у нас очень интересное место, и наша коллега Ирина Григорьева уже там. Давайте поговорим с ней. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Дарья, доброе утро, дорогие телезрители. Дарья, ты верно отметила, мы пытаемся всегда удивлять наших телезрителей и пытаемся делать необычные включения. И вот сегодня все-таки мы подумали и решили, чем же вас сегодня удивить. Давайте признаемся, мы обычные телезрители, и что мы смотрим? Нам всегда интересно, что происходит за кулисами, за кадром. И вот мы сегодня решили сделать такой интересный репортаж, прямой репортаж на цирке, в Государственном цирке Республики Саха-Якутия. Давайте узнаем, что сейчас происходит за ширмой. Нина, сотрудник этого цирка, мне помогает. Давайте мы пройдем на арену. Смотрите, здесь сейчас в эти минуты проходят тренировки. Тренировки такие необычные. Ну, для нас, для зрителей, да, но для работников цирка это, конечно, это ежедневный, кропотливый труд. Все-таки для большинства зрителей, да, вот цирк для нас ассоциируется с чем? С праздником, с фейерверком, с красивыми номерами. Но всегда за этим стоят люди профессионалы, и благодаря которым вот мы можем, кстати, и отдохнуть в цирке, да, и получить какой-то заряд бодрости. Да вот давайте я вас познакомлю с интересным, с уникальным человеком, который отдала, ну, можно сказать, практически всю свою жизнь дрессировке животных. Это универсальный дрессировщик Мария Катакова. Она универсальный дрессировщик государственного цирка. Мария, ну, доброе утро. Доброе утро. Ну, сегодня очень необычное утро для нас, да, для съемочной бригады. Нам с Артемом, да, вот очень интересно здесь работать и снимать. Давайте представьте ваших питомцев. Кто это? Так, это мои лошади, мои подопечные. Первый у нас идет Грозный Тор, английская чистокровная верховая. Он привезен у нас из Канады. Второй идет Айхал, наш самый старший, так скажем, жеребец. Третий идет серый жеребец Нафаня по-домашнему. Нафаня? Нафаня по-домашнему, по документам. Получается у нас Фанни Фейс, тоже английская чистокровная верховая. Привезен он из Казани. Нафаня, лей. Четвертый у нас идет Бомбардир. Это Орловский рысак. Он привезен у нас с города Москвы, с Хреновского конезавода. И пятый у нас идет, это представитель якутской породы. Жеребец возрастом 6 лет. Мы приобрели его совсем недавно, поэтому у нас только начинает свою артистическую карьеру. Мария, а кто замыкает вот этот самый последний круг? Самый маленький, самый младший. Даже по возрасту шотландский пони по кличке Пони. Ну, вообще он такой маленький, такой обаятельный. Мария, ну вот вообще как начинается ваше утро? Вот ваш распорядок дня и вообще вот для ваших скакунов, вот как сперва, вот чем вы занимаетесь? Это завтрак, это какая-то тренировка, репетиция. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Мое утро начинается всегда с лошадей. Как правило, это подготовка лошадей к тренировке, то бишь это чистка, расчесывание, расчищение копыт, смазывание копыт маслом обязательно, ну, чтобы не трескались, чтобы сильно не отрастали. Естественно, выводка лошадей в манеж, затем тренировка у лошадей идет на голодный желудок, так как на сытый желудок спортом и нагрузками заниматься нельзя. После тренировки они идут завтракать, замываться, обязательно душ, у нас без душа как бы нельзя. Душ, потом идет у нас обед, полдник и ужин. То есть лошади кушают 4-5 раз в день обязательно. В рацион в их не ходит. Это сено обязательно, овес, плюс мюсли фруктовые обязательно, свежие яблоки и морковь. Ну, завтрак у них, конечно, такой, да, полезный. Очень полезный завтрак, потому что здесь все-таки физические нагрузки идут у лошадей. Для этого нужно поддержать форму и постоянную поддержку энергии. Мария, ну вот у меня куча вопросов. Вот скажите, пожалуйста, вообще тренировки для лошадей, да, насколько они важны? Вот как они они занимаются с любовью, с удовольствием. Да. Что вы замечаете? Как они меняются, допустим, если
настроение у них какое бывает с утра, да, они как приступают к зарядке. Вот, допустим, есть же выражение у людей, да, вот, у людей, говорю, у нас, да, встал не с той ноги. Вот есть такое, что вот лошадь может встать не с того копыта? Это бывает, да, это бывает. Не с той ноги проснулись, плохое настроение, плохо выспались, подустали. Это все как у людей у них бывает. И, соответственно, тоже хорошее настроение. Но для лошади движение – это жизнь. Поэтому мы двигаемся каждый день, мы тренируемся, независимо, допустим, от праздников, от выходных, от каникул. Я даже находясь в отпуске, я все равно прихожу и репетирую со своими животными, потому что для животных движение – это жизнь. Кстати, вот, Мария, а вы можете, допустим, сейчас нам показать вот, какое-то упражнение, чтобы они вот это продемонстрировали, допустим, да? Да, конечно, сейчас я вам покажу. Попробуем это показать нашим телезрителям сейчас в прямом эфире. Попробуем. Тори, ко мне, молодцы, молодцы, ребят. Так, они как относятся к чужим людям? Они относятся хорошо, они у меня все позитивные мальчики, все добрые. Сейчас мы вам покажем. Мы пока стоим на таком безопасном расстоянии с нашим оператором. Ну, все-таки вот по атмосфере, да, по ощущениям, они вот не боятся. Все-таки животные – это животные, да. Ну, вот, может быть… Ничего не боятся, да. У меня достаточно приученные, социализированные лошади, да. Вот смотрите, они даже тянутся к микрофону, да. Может быть, все-таки я попробую их накормить с утра. Попробуйте. И, как говорится, наладить контакт. Тори. Тори? Ну все, Тори, с добрым утром. Ой. Так. Этому не надо давать. Он уже свою долю съел, да? Бомби, домой. А можно я погладить? Ну, да, конечно, это очень красивые скакуны. Вот если вот стоишь рядом, мы ощущаем уже то, что вот они, видите, какие высокие, красивые, статные. И ну просто одно удовольствие вот рядом стоять с ними. И вот есть возможность даже их погладить. Я попробую. Угу. Ой, красота, конечно. Какие они красивые. Все-таки общение с животными дает такой положительный заряд, да, с утра. Ну, я очень люблю животных. Конечно, в жизни я так близко никогда не подходила, но вот мне вот сейчас очень нравится. Поэтому любите животных, приходите в цирк и смотрите, как они выступают. Вот смотрите, как они трудятся каждый день. Ой, красота, смотрите. Они приветствуют наших телезрителей. Ну, это вообще красиво. Смотрите. Это называется ажну, поклон. Они делают это парно. Ага. У нас каждой лошади работает попарно. Сейчас я вам покажу пару. Ага. Ну, вы знаете, мы бы, наверное, с вами беседовали очень долго. Но давайте вот покажем, пока у нас есть несколько секунд, какие еще вот действия, да, вот делают эти лошади, прекрасные скакуны. Давайте посмотрим. У нас есть пара буквально секундочек, чтобы завершить красиво, да, вот это прямое включение. Ой, ну смотрите, ну просто красиво. Ну, да, ой, ну все. День удался. Мария, ну я вас благодарю за это прекрасное утро, за то, что вы придали нашему репортажу такое отличное настроение, бодрое. Ну, я вам желаю всем доброго утра. Ну все. Мы вновь желаем всем нашим телезрителям доброго утра и приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Напоминаем, что сегодня долгожданная пятница, и это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Наши телезрители вновь не перестают нас радовать и отправляют свои сообщения. Самое время прочитать одно из них. Дорогую, любимую сестру, тетю Жанну Алексеевну Сыроватскую, поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия. Пусть желаемое все сбудется. Любим, целуем, обнимаем. С пожеланиями родственники с города Среднеколымска, Якутска, Нерюнгри, поселка Алико-Кёля, Эбях, города Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сеула. Еще раз, Жанна Алексеевна, вас с днем рождения. Спасибо большое, дорогие телезрители, за обратную связь, а мы движемся далее. С 20 октября 2021 года Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия приглашает на выставку «Моя Мадонна», посвященная Дню матери. Предлагаем сегодня познакомиться с работой Сашенька, отображающей тонкий образ любимой женщины, мамы. Среди многочисленных праздников России День матери занимает особое место. И Национальный художественный музей открыл тематическую выставку «Моя Мадонна». Одно из самых трогательных произведений – это картина «Сашенька», написанная в 1972 году московской художницей Аллой Переверзевой.
Конечно, главная героиня – молодая мама, сидящая на скамье возле окна. Взгляд ее серьезен, вдумчив. На руках у нее малыш, которого она очень нежно прижимает к себе. Материнские руки самые надежные и самые ласковые. За окном художница пишет обычный деревенский пейзаж. На качелях качаются дети, на заваленке соседнего дома сидит мужичок, растягивая меха гармошки. Вдали высятся маковки, церквушки. Русская деревня, русская женщина, русская душа. Чистый белый снег, голубое небо, нежный цвет блузы, сарафана, белоснежная сорочка ребенка – это символы чистоты, красоты. От картины исходит свет, теплый, благостный, свет добра, уюта, материнского тепла. Ты на коленях держишь малыша, к щеке прильнула пухлая ручонка, и ты сидишь безмолвно, чуть дыша, обняв дитя своей рукою тонкой. Впереди долгожданные выходные, а значит, это замечательное время для того, чтобы сходить, например, в кино со своими близкими. А что же выбрать для просмотра, мы узнаем из нашей киноафиши. Ну а у меня для вас важная новость. Майкл Майерс жив. На календаре конец октября, а значит самое время для выхода на экраны очередного фильма про маньяка-убийцу Майкла Майерса. Лори Строуд, ее дочь Кэтрин и внучка Эллисон поймали Майка Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Женщины на 100% уверены, что маньяк, преследующий их на протяжении многих лет, наконец-то сгинул. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается. На этот раз на борьбу со злом встает целый отряд выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. К отряду присоединяется и семейство Строуд. Зло должно быть наказано. Зло умрет сегодня. Хэллоуин убивает. Все из-за этих твоих драных кошек! Картины эксцентричного аристократа Льюиса Уэйна обладают одной общей чертой. Он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Льюис навсегда меняет взгляды людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Льюиса начинают все сильнее заменять ему реальность. Кошачьи миры Льюиса Уэйна. Я граф Дракула, старый друг вашего батюшки. Очередная вариация на тему бестселлера Брэма Стокера о графе Дракула. На этот раз действие происходит в Российской империи. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость. Петр понимает, что имеет дело с настоящим вурдалаком и сбегает из демонической усадьбы. Он спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от 300-летнего вампира. Помочь ему в этом попробует сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася. Ты что, дура, чеснок ела? Так ведь гриб свирепствует. Привет, Барни! Я твой лучший друг за пару секунд. У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное, подключенный к интернету и помогающий своему хозяину делать публикации в социальных сетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужаком среди своих сверстников, до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказывается бракованным, и его хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам. Он мне голову оторвет! Нельзя отрывать головы, будут проблемы! Ладно, нельзя отрывать головы. 7 деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом, и только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги. Из-за этого у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор.
такая киноафиша на эти выходные. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, но у нас есть вновь сообщение от наших телезрителей. Доброе утро. Пожелайте, пожалуйста, Юлите, чтобы она в эту субботу сдала на права, а то она очень сильно переживает. Юлита, вся республика с вами. Я думаю, мы сейчас мысленно все отправляем такой энергетический вам заряд, и обязательно в эту субботу ты сдашь на права. И еще одно сообщение. Здравствуйте, доброго утра. Дорогого моего единственного брата Семенчика с днем рождения. Братику здоровья крепкого, удачи во всех делах, счастья безграничного, любви верной. Береги себя, мы тебя любим. Сестра Евдокия, город Верхоянск. Вот, аж с Верхоянска сообщение к нам прилетело. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, и на этом время нашего эфира подходит к концу. Ну и по традиции пятничный эфир мы завершаем музыкальным номером. Сегодня вашему вниманию мы представим клип фолк-группы «Матрешки» из города Неринги с песней «Лова-лова». И мы увидимся с вами уже в понедельник. До новых встреч! Если мне быть тобой было бы страшно, знаешь, если так подумать, на меня смотрит каждый, а ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова, когда каждый мечтает со мной спеть серова. Game over, мужчины плачут так, как